Че, по кофе? Чайку? А, кофе? Кушай, я вам чайку попью. Я главное понял, сплю. Мне снится, что, короче, этот поезд. В поезде, короче, еду. Назад открыл, поезд едет, короче. Баллон трясется. Ну того-то обратно возвращается. Ну, да. Вот он, получается, на 8 утра, нахуй, как раз и приехал, нахуй, в этот поселок. Ну, да, вышли именно обратно. Так, ребята, всем доброго. Проснулись мы с Аней. Ну как мы проснулись? Мы ставили на 4 будильник. Проспали нахуй. Два легли, получается. Думали, пойдем, не смогли, короче. Сейчас 5:30 у нас. Раскачаемся сейчас. Лишнего поспали, сейчас еще сходим. Да, 1,5 часика дали себе поспать. Ну там тоже 2 часа непонятно. Легли вроде и уже будильник звонит, короче. Так что Да. непонятно. Надо все равно сил хотя бы немножко. Так что сейчас чай, завтракаем. День с запасом. Следующий день с запасом еще есть. Ничего страшного. И погнали в бой. Уже на речку охота, конечно. На улице погода пасмурная, конечно. Погода пасмурная, ну как Саня сказал, блин, ребята, вообще вот, реально мы уезжали, там дождь шел, сюда приехали, ну реально зима, ну прям небо ясное. Подмороженная. Погода, да, погода меняется. Вот в сторону севера едешь и все, чувствуется все по-разному. Тут надо быть готовым, конечно. Ну что, братцы, все, первый день, первый выход. Погнали. Сейчас в районе 4 до речки. Пока нас держат. Ну а там уже Саня будет проводить. Сразу за маты, ребята, извиняюсь, конечно. Саня говорю, но я говорит, не могу пока привыкнуть к твоей камере, так что, ребята, как-то так. Все, понеслась. Вот она, красавица. Вот она, кормилица. Фух, добрались. Первый лед, первый плес. Первые лунки есть. Начинаем пробовать. Что, Сань, кто первого харю заловит, тот наливает. Да? Да? Тогда этот сразу наливаем. Да? Так. Дондромбенчиков. Погнали. Так, взял комбайн. Будем тоже ставить. Где будут поклевки, там тоже будем ставить. Так, ну что. Я тебе говорю, это ставь сразу пулю эту желтую. Ну, Саня говорит, что мормышка у тебя, Андрюха, говорит, вообще маленький. Я посмотрел, какие у Сани мормышки. Там, конечно, мормыхи так мормыхи. Так. Маленький, детский. Так.
Леска Саня говорит 0,2. Я поставил 0,18. Ну, взял японскую хорошую. Взял японскую хорошую. Смотри, Саня. Маленькая будет, смотри. Но она легкая будет. Легкая? Она еще будет, вытекать будет. Нахуй. Да? Ставь еще одну сверху. Нахуй. Где-то сантиметров 15-20. А вот, Саня, дай покажу. Вот такие, ребят, смотрите. Вот такие. Ну да, это получается в 2 раза больше. Хотя я рассчитывал, что... Муравей рабочий, нахуй. Он рабочий. Ее лучше нахуй втыкать сверху. Ну, А снизу вот воткни желтую пулю. ага. А это пускай ну, поверху будет. Нахуй. Ну, понял, Я хорошо. сначала Проверю. А, красота. Не знаю, ребят, как буду снимать, конечно, дождь идет. У Сани уже шевеление. А не, вот смотри, прикрутился. Угу. Ну да, тягай. Тяга есть. Так, ребята, поставим мы комбайн. Здесь была поклевка, да, тем более тут недалеко зашли. Чтобы был. Так, ну что, я поставил комбайн. Ну, проблема, ребята, в том, что его воткнуть некуда. Лед и вода, все. И течение как бы не особо такое мощное, чтобы косу растягивало. Ну, так, поставил, посмотрим. Надо еще приноровиться. Непонятно еще, как играть. Что да как. Выживание, короче, ребята, у нас конкретно. А что? Взял, ребята, первый чернявенький. Ну, если он есть, слышишь, он сразу, да, берет? Ах, огурцами запахло, бля-муха. Красота. Саня, доночки поставил. Пару штук воткнул, Ага, вот оно когда, значит. Все понятно. Так, ребят, ну что, вот так буранули. Один. Ходить, конечно, тяжело. Но все же. Саня говорит, Хариус есть, просто не берет. Очень капризный. Один какой-то надурного взял у меня. Но он сразу взял. Стучишь по дну, просто мышцы сдаешь. И все. Саня 3 дунки поставил. Она говорит, на другой просто идти. Как скажет, так и будет. Чтобы вы понимали, какой мой муравей и какой конус у Сани. Просто в 3 раза больше. Вот, говорит, такая мормышка должна быть. Вот она и простукивает дно. А сверху он муху вяжет. И часто вот на муху. Он как бы привлекается из-за мути. Подходит, а муху хватает. Добыча, ребята, удобно. Хариус 21. Мой пойманный на его на скоросовочку. Вроде по меркам подходит. Саня мерочка здесь. Все должно быть по красоте, говорит. Так, ну, я спор выиграл, я наливаю. Все принято. Ставили комбайн, 3 донки. Идем дальше. Рыбалка трудовая по Хариусу, конечно. Что осенью, что зимой.
Надо много ходить, много бурить. Плюс одну поклевку только и дал. Ладно, идем на второй. Там можно жерлицы ставить еще по щуке. Будем смотреть. Так, ну что, новое место. Здесь можно жерлицы поставить. Лед подорвало тут уже попроще. Посмотрим, как тут со щукой на лесной речке. Правда, конечно, очень неудобно, ребята. Но кто сказал, что будет хорошо? Кто сказал, что будет удобно? Сейчас мы тут попробуем. Буду ставить на мертвую. Так, здесь коряги. Надо что-то с леской делать. Петельку надо ставить, чтобы больше не мотало. Так. Что мы дадим ей? Раз, два, три. Все. Петельку туда ставлю, чтобы больше не мотало. Еще заморожено. Оттает же на весь. Вот так надула, ребята. Буду пробивать. Блин, заморожено. Это очень плохо. Я думаю, оттает. Так, ребята, ставлю. Санчо поймал. Поймал одного. Ну тут или харю зарыбачить, или щуку. Ну мы так, потому что на ночь поставим, пускай будет. Я разбурю пока. Саньке надо разбуриться. Что, поклевка еще, Сань, да, была? Ох ты, блин. Здесь поглубже, блин. Тут как ямка получается. Ребята, донка стала. Поклевка у него была здесь. Нету. Клюет у него здесь. Донку поставил, сработало. О, смотрите, ребят, опять поклевывает. Эх, ребята. Ну, что-то непонятно пока опять. Саня здесь был, вот, и вон следы лыжи. Получается, месяц назад. И то, говорит, штук 20 отсюда дернул. И щука, говорит, мормышки кусала. Почему и поставили здесь. Вот прошли уже буквально за поворот. Вот только здесь у Саньки один хапнул. И мелкий какой-то, походу. Ну, идем вниз, бурим. Вот такая рыбалка пока. Но если попадешь, то попадешь. А если нет, то вот так и приходится. Даже в такой реке, как здесь хариуза много. Даже вот так. На опарыше. Как будет на опарыше. Даже, ребята, что не клюет, я вообще рад, чтобы сюда приехал. Саню навестил. Рыбалка для меня тоже новая.
интересная. Не знаю, я еще только насаживаю. Только ставлю, говорю. Так что все классно. О. Саня, я поймал его. Да. Мелкий, ребят. Вот такой хорезок. Давай, красавец. Ну, так и понятно было, что мелкий. Сальца порезан. Без рыбы домой не уедешь все равно. На, держи, нарезай туда. Сальца я пока разолью. Сальца, говорит, мясце, яйце, да? Нож нашел на озере, блядь. А, нашел? Ну. А дома еще там эти ножи, ну, это вот единственное, что так с собой беру. А так в основном, ну, вот понаделал сам ножи. И вот чисто своими нахуй. Ребятки, у нас да, мотает. Сань. Мотает? Да. Саня только начал дальше продолжать. Поклевка, ребят, смотрите. Ништяк. Ага. Понял. Я вон 10-ю здесь отставил. А Санька начал свою пятерку продолжать. И поклевка. Вот такие здесь где-то есть, Саня. Ну вот, на мертвую рыбу, ребят. Ну вот видишь, ты только поставил, да? А мои, считай, стояли нифига. Вот здесь, в этом районе, щука стояла. Ну что, обратно его. Пускай гуляет. Опа. Ну вот, мы захотели покушать и щука. Покушал. Ну, Саня вот только начал, а вот, считай, у меня уже как сейчас стоят, нифига. Как-то здесь и стояло. Ну, вот они такие мелкие есть. Заглотила, зараза. Щуку надо тут истреблять. Тут благородная рыба живет. А, знаешь, что не взял? А, не взял. А, взял майонез. Без рыбы нахуй все равно не останется. Не, сейчас если действительно... Здесь это остаточный, мы уже это трепаем. Сейчас на третий плюс зайдем. Будешь что-то вон, по ручку что-то пробуриваешься. Ну, видишь, у вас тут вот рыбалка, грубо говоря, начинается, да? Весенняя. Ну, весенняя, да. А дальше взять ту же республику Коми, где ну что, перекусили. Идем дальше разгуливать. Продолжаем до поворота. Поставил здесь комбайн. Здесь почему-то 3-4 поклевки было, но одному по губам дало, а так что-то мелочь. Ну, мало ли. Вот. Завязали муху, ребят, еще сверху. Короче, идем смотреть дальше. Саня потом говорит, на вечер пойдем на другой плес. Там уже вечер будем проводить. Воды, конечно, куча. Саня на муху взял. Саня. Саня не слышит. Саня. На муху взял, говорю. Угу. Не крупный. Мелкий. Такого отпускаем. Санчо. Слышите, опять на муху, ребят, взял. Смотрите, муху поставил и пошла жара. Второго уже подряд. Жадно.
Вот это хорошенький уже. Это уже наш пациент, ребята. Он потихоньку продвигаюсь. Этот уже на червя взял, на мормышку. Отлично. Второй будет в лунке, нет? Этот мормышку взял, да? Это да. Мормыху взял. Хапнул парень. Опять на мушку взял. Под корягой. Ну не сразу. Все равно играл. Так, значит здесь в этой точке надо побурить. Ух ты, сколько воды. Сработала моя там на плесе. Барсаня щучку достанет. Ребята, ну что у нас? Очередной переход. Третий плес. Будем пробовать. Есть бураница здесь. По ней хоть удобно идти. Не надо лыжи. Все равно уже солнце подъедает. Короче, сегодня прогулочка та еще. Ребята, смотрите. Следы медведя. Вот. Отчетливо видно когти. Вот, бам. Короче, уже косолапые проснулись. Гуляют. А здесь дикие места. Здесь много чего есть. Ну вот, друзья, мы добрались. Да, так скажем, избенки, которые вот мы хотели сюда прийти ночью. Нам сообщили, что сожгли ее недавно. Вот все, что от нее осталось. Это хорошо, что мы не поперли. Так бы такой круг нам пришлось дать обратно еще. Ладно, заходим. Тяжело, конечно. Так, ребята, кто сейчас на диване смотрит это видео, кому сейчас очень комфортно, ребята, поставьте лайк, пожалуйста. Это прям жесть. Под конец сезона, конечно. Но оно того стоит. Оно того стоит. Дошли, ребята, мы до Старицы. Она открылась. Нам надо на ту сторону. Короче, сейчас придется обходить. Блин. Но если давить, так давить до талого. Я так тоже думаю. Хочешь, говорит, хорюска, походи сначала, говорит. Потом, говорит, посмотрим.
Здоровый плес. Что за следы такие? Я ходил, кто-то был. Опа. Красавец. Молодец. Да. Вообще огонь. Огонек вообще. Ребят, новый плес. Саня сказал, не бурено, здесь рыба должна быть. Вот раз, два, три, четыре. Пятая. И Саня взял. Мелкий, да? В этом районе, значит. В этом районе. Ну, это слышишь? Это вообще кабанчик. Такой грамм 500, наверное. Кабан, да. Мелкий, правда, ну, видишь, долгий. Угу. А нет, блядь, смотри. Ну, нормально. Нормальный хариус. Ты возьмешь? Смотри на эту. А? На конус твой, понял? На пулю, Аж да? проглатывает. Дуплет, ребята, смотрите. Да и хорошие все. Только отпустил. Как дал. Они здесь вон ходят, ребята. Сейчас Саня тоже еще одного поймал. Ну, такие зачетные. По 2 штуки накинулись. Охренеть. По харюзу еще дуплета у меня не было. Ах ты, блин, ушел. Хороший был, да? Хороший, ребятки, был. Удочку опасно оставлять. Надо тормоза. Хорошо. Опа, сразу взял. Рыба жила, ребята. Как я мечтал такую рыбалку. Все-таки поехал. Не зря, Саня, перли сюда, да? Столько прошли. И не зря. И так круто. И так нормально. Что, ребята, царапкаем. Потихоньку. Рыба жила. Красота. Ну, давай. За огурцов выпьем. Давай будем. Да, мы уже без рыбы не поедем. Свеженького. Поддену. Дондрабанчика. Хорошо берет его. Вот так прям по центру делаю. Как бы, чтобы 2 конца было. И все. А здесь муха. Немножко опариков. И погнали. Наши неродских. Так, ребят, ну что у нас? Тормоза закончились. Брали кастрюльку с собой. Сейчас сделаем костерок. Кипятим водички. Продуктов так особо не брали. Чисто перекусить. Горячего уже будем делать. В балке. Ну, вот пятачок разбурили. Нашли харюза здесь. Значит, надо продолжать в эту же степь.
Что думаешь, мелкий? О, вытащил. Это клюет. Поставил удочку, пошел. Думал, сало пожарю. Смотрю, клюет. Жила. Ну, мощная рыба, конечно. Отдай червя. Что какое-то затишье было. Сейчас Саня поймал. Смотрю, у меня тут дергает. Вот так вот. О, ребята. Что-то даже поклевку не видел. Вот сходу хапнул. В заглот. Вот это жадно взял. Всю домбрадену съел. Второй, блин, охренеть. Опять поперли. Как-то выходами идут. Что ли? Так, что-то. Отдай крючочек. Красавцы. Сука, зацепился. О. Мелкий. Вот опять, ребята, 3 штуки. Опа, там один промелькнул. И все. Вот надо как-то вот так его искать. Но опять же удочка стоит, и нет-нет, она поклевывает. Как-то они проходят парами, что ли. Интересно. Фига он. Да, шуганул, походу. Взял, блин. Он... Обычно, когда хватает, потом стоит туда рядом. Стоит! Я тебе говорю, сейчас это. Здесь утром нахуй все нормально будет. Чуть удочку, ребят, не уволок. Заводей хорошо рядом был. А вот, считай, сейчас шугануло его нахуй. Да. А что такое? Так, ломал, не успел добежать. Гнет там что-то. Достал. Ну это уже, ребят, другое. Вот это уже более-менее рыбалка. Но опять же Саня говорит, что это еще не клев. Ребята, доночка сработала. Только пошли с Саней выпить по рюмашке. Как-то затишьем он, хоп-хоп. Потом есть контакт. Шеволит что-то. Да. Ну подёрь. Мимо. Ага, мимо. Ах ты, блин. Саня. Оторвал поводок. Да. Поводок оторвал. Ё-моё. Хорошенький был. Бродяга. Щука, думаешь? Вот там этот. По петле. По петле. Блин, стоит, ребята, опарыша, а он опарыша не хочет. Червя лучше берет. Ребятки. Да? Новые. Я же говорю, идем дальше продолжать, Саныч.
Музыка рыбалки, ребята. Разделся полностью. Футболку снял. Точнее, футболку. Флиску снял. Футболки. Красота. Загораю. Правда, и так уже морда черная. Как заводите жадно, ребята. Ну, чё? 2 раза надавил и хватит. Так, хожу по луночкам, ребят, которые разбурили. Проверяю. В принципе, много стоять не надо. Покачал. Пару взмахов по дну постучал. Поклевки нету. Идем дальше. Пойду сейчас дальше разбуривать. Саня лег поспать. Ни хрена не выспались. Спали всего лишь 3 часа. И то из них там печку подкладывали. На солнышке тепло. Короче, красота, ребята. Сам бы сейчас лег отдохнуть. Ну, хочу порыбачить. Я сюда ехал вот именно за этим. Там уже открыто. Течение, ребята, идет. Там, походу, перекат. Так, ну, 3 удочки сделал. Клев, ребят, закончился. Саня говорит, вечером он выйдет. Но опять же ждать. Нам столько вваливать обратно. Лучше с утра прийти пораньше. Часиков 3 выйти. И утром здесь разбуриться. Пройти по старым лункам и разбурить новые. Так, думаю, лучше будет потихоньку доползти. Уже ноги не держат. Целый день на ногах. Ходишь по этому ломаному льду. На лыжах. Тяжело, короче. Не с привычки ноги устали. Опа. Ой, дали, ребят. Есть тут кто-то. Опа. Есть поклевочка. Походу тоже не крупный. Да что ты будешь делать? Да, блин, вытащил. Вырвал изо рта. Че он бьет? Бьет червя. Поменял сейчас новое. Перевязался, потому что леска уже, смотрю, пушиться начала. Интересная рыбалка, конечно. Поклевки просто зверские. Нет, друзья, место крутое, конечно. Вот считайте, вот рюкзаки. Вот мы начали разбуривать. Там поклевало, тут поклевало. Это Саня считал 17 штук, но это вот таких уже хороших, которые можно брать. Еще много отпустили. Парочку, наверное, взяли. Кровь пошла. О, смысл отпускать я не вижу. Хотя отпустил бы, не знаю, выжить, не выжить. Но такая рыба нежная, я думаю, навряд ли. И вот там у нас в кане, я там в снегу спрятал, не потащил сюда кан. Там 5 у нас тоже достойных. Короче, 20-ку мы наковыряли, таких прям грамм 300. Саня где-то взял грамм 600. Надо будет завешивать, у меня есть весы. Обязательно завешиваю. Ну и в общем, тайга, ребята. Пожалуйста. И мы здесь одни. Вообще красота.
Вот, ребят, не изредка кто подклевывает. Опа. Малышки. Малышок. Давай. Давай, дружище. Скажи, снега много. Не могу пройти. Опа. Молодец. Так, и что, наш красавчик, ребята? Давайте его завешаем. Килограмм. Что ты? 495. Полкилограмма Харрис. Саня ловил здесь на кило 200. А на спиннинг летом, говорит, ловил на 200. Ну, неплохой, ребята. Полкилограмма Харрисюха. Так, ребят, ну что, выходим потихоньку, помаленьку. Заправили термоса водой, чтобы ужин приготовить. Поставили донки оставшиеся. Все зарядили. Завтра утром сюда пойдем на разбурку. Ну а пока длинная дорога до Балка. Заскочим еще на первые две точки. Желицы посмотрим. Короче, вот так как-то, ребята. Выходить очень тяжело. Что заходить, что выходить, разницы нет. Так, ребята, дошли с Божьей помощью до второго плеса. Тут у нас жилички стоят. 3 сработки утром было, одну поймали. А пока внизу я был, Саня говорит, 2 сработки было. Посмотрим. Так, у нас 2 сработки. Моя, Санина там в конце. Донка перевернута. И комбайн загнутый. Как-то так. Есть что-то. Ты, походу, меня зацепил. Сука, ушел. Прикинь. Да? Ага. Донка тоже дернулась. Вот этот комбайн дернулся. Так, ну давай комбайн. Так, здесь есть, слышишь? Ну вот, походу дела этот, так перехлестнулся здесь. Вот он и есть. Хорошенький, да? Не понял, еще что ли есть? Да. Опа. Ну, видишь, глаза тоже нахуй. Ну так вот комбайны, ребята, работают по хорьку. Можно и так рыбачить, оставлять. Два зачетных. Все, ребята. Комбайн принес 2. Отлично. Так, тут его сейчас зажимаем, чтобы его не уточил никто. Все. Вот так вот Харрис, значит, тут выходил. 2 штук взяли. Так, что у нас тут? Немного размотала. Укололась, такое дело. Поменяем, новенького поставим. Метров 20 поднимай на глубину. Да, здесь глубина хорошая. Так. Платвичку. Сработала на ту же, да? Нет. Нет. Сработала другая. Все. Вот так уже водички, ребята.
Уже опасно. Можно уже нырнуть. Ребята, силы на исходе. Мы еще в дороге. Обратно, конечно, все это медленней. Ноги вообще не идут. Полный канхарюза получился. Сейчас все переложили. Тяжелый тоже. Сейчас приду, рыбу надо будет потрошить, солить. Ну, буранка упала. Проваливаешься уже. Лыжи мы оставили, так как рассчитываем, что ночью будет заморозок. И с утра пораньше добежим по буранке сразу туда, на 3-й плес. Сегодня, в принципе, порадовал. Рыбалка получилась. Изначально что-то нет. Но потом наковыряли все-таки. Ну и в конце брал всякого лишнего с собой в рюкзаке. Завтра пойду налегке. Зачем все это тащить? Ну вот, ребята, что. Понятное дело, что тяжело, но как бы ни было, получается все потихоньку. Ну, опять же, не спавший. Спал всего, не знаю, дома. Там, не знаю, 3-4 часа. И тут 2 часа спали. 3. Плюс целый день на ногах, не присесть. Вообще все, стояли, рыбачили. Ну все, тайга, жди завтра нас. Что, ребята, остался где-то с километр, мы уже на подходе. Саня уже утоптал, я иду потихоньку. Во-первых, обувь неудобная, во-вторых, рюкзак тяжелее намного и рыба еще. Но опять же, Саня двигается постоянно. А я уже, ребят, как 2 года, сами знаете, на мотособаках. Привык, ребята, ездить с комфортом. Кучу вещей, всякое разное. А вот здесь поход по минимуму, ребята. И вот надо распределить. Взять тебе 1,5 воды, нежели там то или то. Потому что вот сейчас вот иду, просто пить охота. Ну а снег уже весной, ребята, он очень грязный. Но опять же, его пить тоже нельзя. И вспомнил, ребята, о своем друге, о знакомом. Сведя, ребят, ведение блога вот на ютубе, да. Также я веду там инстаграм. Много друзей у меня ВКонтакте. Различные тикток и так далее. И часто пишут, ребята, советуют что-то. И иной раз просто желают там удачи. Короче, ребят, постоянно с кем-то переписываюсь. И тут познакомился с одним прекрасным так, для меня человеком. Очень грамотным, взрослым, адекватным. Мне так показалось. Зовут Серега. И мы с ним разговорились. И он мне, как сказать, ребята, не то что порекомендовал, а просто: Андрюха, вот, говорит, мы начали заниматься вот такой деятельностью. Посмотри, будет ли тебе интересно вообще и что скажешь на эту тему. Я сейчас, ребят, ставил фрагментик, чтобы вы поняли, о чем речь, а потом уже доведу до вас окончательно. У меня для вас плохие новости, на самом деле. Хороших новостей нету, потому что вы попали на мероприятие, которое называется «Выжить любой ценой». Вы на самом деле еще не осознаете масштабы всего пицца, но скоро вы его начнете осознавать. Задача с одного берега натянуть переправу на другой берег и всем по веревке перебраться. Вы подтравливать маленько, знаешь? Мы перебрались через переправу, теперь нам нужно прийти в локацию. Попутно делается костер, где кипятится горячий чай. Сейчас по снегу методом волокуш ее будем транспортировать в деревню, поэтому сейчас, ребята, горюшка-то прям хапнут по полу. Значит, ребят, Серега создал вот именно такую группу, вот такие выходы, таежные походы. Вот многие, ребят, сидя в 4 стенах, в мегаполисах, мечтают, ребят, попасть вот сюда.
Но, соответственно, это тоже, ребят, небезопасно. Я контролирую свои силы, свои способности. Здесь надо думать адекватно, как бы, потому что здесь, ребята, тайга. Мы забросились поездом, нас закинули. Это даже не машина, это очень далеко. И здесь, ребята, может произойти что угодно. Вы сами видели лед какой. Если ты провалился, допустим, опять же, медведь. Ну, ребят, очень-очень много нюансов. И как раз ребята занимаются, ребята, вот этими движухами, вот именно выживальщики. Понимаете, вот для меня вот выживальщики это энный такой контент. И я частенько смотрю энное количество блогеров, которые вот именно показывают вот такие моменты. И ребята вот именно, ребят, создали вот эту атмосферу, вот эту группу. По именно вот заходы в тайгу, выходы там на реки, просто ночевка без костра там или в сугробе, как ребята выжить просто в лесу, допустим, в мороз, там, неважно, если ты оказался в иной или иной ситуации. Ребята развиваются, у них почти в каждом городе, точно, ребят, не могу сказать, почти в каждом городе есть вот эта группа. Вы можете поехать туда с детьми, просто взять друга или подругу и просто записаться на вот этот тур, ребята, и кайфануть вот именно вот этим макаром, потому что... Опа! Ребят, сейчас глухарь взлетел. Ну ладно, ну я же говорю, лес, тайга. Вот именно, ребят, насладиться вот этой усталостью. Я понимаю, что как бы я иду именно не за рыбой. Я люблю, конечно, попутешествовать. Вот это для меня новые места, это очень дико, ребята, это очень классно. Ребята, я вам рекомендую списаться с Серегой, записаться, ребята, в ближайшем городе, я не знаю точно, но я все ссылочки, ребята, оставлю. Ребята завели свой YouTube канал, начали снимать вот эти фильмы, то бишь приезжает группа лиц, собирается, выдвигает, нанимает оператора, все это ведется съемка, это очень классно, ребята, и есть что вспомнить, и на память можно оставить себе какой-то видеоролик. У них уже вышли 2 фильма, вот именно про путешествия. Я, ребята, ссылочку на канал оставляю в описании. Серегин WhatsApp оставляю. Короче, все ссылочки, какие вам понадобятся, ребят, я постараюсь вам оставить. Это чисто от души, потому что тема для меня очень близка. И жил, что я, ребята, в городе. Точнее, если я переехал, допустим, в город, ну, так заставила бы судьба. Я в любом случае сходил бы так, хотел бы отдохнуть, потому что, ну, без леса я вообще пропаду. Как просто вот эта береза. Так что, ребята, переходим, смотрим. Посмотрите фильмы просто, чтобы вы поняли, о чем речь. Ну и в конце, ребят, я думаю, что у Сереги будет в будущем и сплавы, и что-то еще. Короче, будет круто. Серега, тебе удачи. Молодцы, ребята, правильно делаете. Занимайтесь вот именно вот этим движ. Я не знаю, там, хот-доги, кабаки, там, как бы, да, ну а здесь вот этот правильный движ, ребята. Все, километр, но сил нету. Так что, ребят, все внизу. Заходим, читаем. Обязательно заходите в описание, ребята. Все там оставляю постоянно. Помимо каких-то реклам, там, если я постоянно какую-то информацию, ребят, там оставляю. Так что частенько заходите и читайте. Все, я погнал. Доползти уже надо, доползти.